Дорогое возлюбленное Дитя Божье, вам важно осознать, что Бог пытался привлечь ваше внимание, посылая вам сигналы. Эти сигналы могут поступать в форме сильных эмоций, случайных встреч, появления людей или сложных обстоятельств. Они служат предзнаменованиями, которые могут направить вас к вашему истинному призванию и помочь обрести удовлетворение в жизни. Когда вы испытываете небесное знамение, очень важно принять меры и сделать с ним то, что вам предназначено. Всегда помните, что Бог поддерживает вас, наблюдает за вами и направляет ваши действия. Проявляя свою уверенность в Боге, вы можете укрепить свою связь с Ним. На протяжении всей истории Бог общался с людьми разными способами, часто окутанными тайной и глубиной. Будь то через других людей, животных или чудеса природы, Он посылает свои слова через сигналы. Эти предзнаменования несут в себе важные указания и советы от Бога. Мы обязаны внимательно и открыто прислушиваться к этим сигналам. Неспособность распознать и понять эти показатели может привести к тому, что вы упустите уроки, меняющие жизнь и божественную милость. Поэтому крайне важно не недооценивать важность распознавания и понимания знаков, которые происходят в нашей жизни. Бог прокладывает путь к лучшему будущему, наполненному благосклонностью и божественным руководством. Не игнорируйте предупреждения и обращайте пристальное внимание на то, что они открывают, поскольку они указывают путь к более глубокому союзу с Богом и привносят смысл и удовлетворение в ваше существование. Верьте, что Вселенная предоставит вам путь, даже если это кажется невозможным. Примите неизведанное как возможность для личностного роста и исследования. Если вы будете следовать своему сердцу и доверять своей интуиции, вы обнаружите непоколебимую поддержку, направление и неожиданные подарки. Если вы чувствуете связь с этими словами и верите в небесные знамения, отметьте, насколько вы с ними согласны. Сейчас тот день, когда нужно прислушаться к словам ангелов и последовать их советам для лучшего будущего. Радуйтесь множеству даров, которые приходят вам на ум. Примите спокойствие и благополучие, которые становятся частью вашей жизни. Примите всю любовь и смысл, которые постепенно открываются вам. Скажите «да» расширяющимся возможностям и примите все дары, которые встречаются на вашем пути. Сегодня вы получите уникальное послание от ангелов. Вам предстоит испытать огромный рост и уверенность. Все становятся на свои места, как вы и надеялись. Важно понимать, что это улучшение не является результатом случайности, а связано с вашей непоколебимой преданностью делу и отказом отказаться от своих надежд и стремлений. Поскольку ваша жизнь принимает позитивный оборот, приготовьтесь к более гладким и ярким дням впереди. Найдите минутку, чтобы оценить красоту и тайны, которые разворачиваются вокруг вас каждый день. Развивайте чувство благодарности и осознанности, ценя настоящий момент в его полной мере. Хотя вы, возможно, не совсем там, где планировали, подумайте, как далеко вы продвинулись всего за 2 года. Вы почти у цели, и сейчас самое время насладиться положительными аспектами вашего упорного труда и решимости. Хотя могут потребоваться терпение и обдуманные шаги, результаты того стоят. Ваша конечная цель находится в пределах досягаемости.
Не забывайте всегда верить в силу чудес и божественного волшебства. Используйте свои творческие способности, чтобы представить реализацию своих целей. Когда вы это сделаете, благодарность и радость наполнят ваше сердце, ускоряя процесс воплощения вашей мечты в реальность. Найдите минутку, чтобы задуматься о том, сколько раз Бог терпеливо ждал нас, поддерживая нас, даже когда мы отвлекались, были пессимистичны или совершали ошибки. Его доброта, сострадание и выносливость демонстрируют Его бесконечную заботу и преданность нашему счастью. Выразите свою глубокую благодарность Богу за Его терпение к вам и за дарованную вам еще одну возможность. Будьте благодарны за Его непоколебимую любовь и за исправление допущенных вами ошибок. У Бога есть послание для вас сегодня. Он знает обо всем, через что вам пришлось пройти, о жертвах, которые вы принесли, и о трудностях, с которыми вы столкнулись в своей вере. Он видел ваш непоколебимый оптимизм и хвалу Ему даже в самые безнадежные времена. Ваши молитвы скоро будут услышаны, и Он вернет время, которое, казалось бы, было потрачено зря. Приготовьтесь к неописуемому дару, поскольку Бог возвращает все, что было украдено у вас врагом. Его любовь к вам непоколебима, и Он открывает двери благословения в вашей жизни. Помните, что когда закрывается одна дверь, Бог открывает другую, еще большую, специально для вас. Трудности, с которыми вы сталкиваетесь, это всего лишь неровности на пути к лучшему будущему. Утешайтесь тем фактом, что все, что с вами происходит, является частью Божьего плана, направленного на ваше конечное благо. Он хочет привести вас к успешному будущему, которое Он запланировал для вас. Вы когда-нибудь оказывались в положении, из которого не видели выхода? Многие из нас испытывали чувство беспомощности перед лицом наших проблем. Но помните, как напоминает нам Исаия, когда вы взываете к Богу о помощи, Он слышит и отвечает. Когда вы почувствуете слабость и изнеможение, Он даст вам необходимую силу. Несмотря на трудности, с которыми вы можете столкнуться, ничто не может помешать Божьему великолепию. Подтвердите свою веру в эту истину. Вы находитесь на пороге ошеломительного открытия, так что будьте готовы к тому, что вас ждет. Существует потенциал для глубокого прозрения, которое может изменить вашу жизнь из жизни, наполненной постоянным стрессом и беспокойством, в жизнь, в которой процветание приходит к вам без особых усилий. Разблокируйте код генетического богатства и станьте свидетелем тех сейсмических изменений, которые он может принести. Это откровение может полностью изменить траекторию вашей жизни так, как вы даже не могли себе представить. Примите это без колебаний, даже если кажется, что ничего уже не улучшится. Может быть сложно сохранять веру, когда дела идут не так, как планировалось, но помните, что у Бога есть план для вашей жизни. В заключение примите сигналы и предзнаменования, которые Бог посылает вам. Обратите внимание на красоту и тайны, которые вас окружают. Выразите благодарность за настоящий момент и все, чего вы достигли. Доверьтесь Божьему терпению и любви к вам. Будьте готовы принять дары и благословения, которые ждут вас на пути. Верьте в силу чудес и возможность лучшего будущего. Но возьмите ее, поскольку у нашего Небесного Отца есть великий план,
который никогда не изменится, и Его обещания, данные вам, никогда не будут нарушены. Даже если дела пойдут не так, как вы планировали, Его обещания не нарушены, и их реализация неизбежна. Чтобы выразить свое согласие, просто нажмите кнопку «Аминь, дитя мое». Знаете ли вы, что успех всегда возможен, когда Бог на вашей стороне? Даже если дела кажутся безнадежными, Господь в конечном итоге решит все в вашу пользу, если вы будете поступать в согласии с Богом. Вам обещан успех независимо от проблем, с которыми вы столкнетесь. Он не только помогает вам пережить эти трудные времена, но и берет на себя ваши конфликты. Бог – лучший друг, который только может быть. Продолжайте молиться, продолжайте доверять Ему и продолжайте провозглашать победу над всем, что стоит на вашем пути. Сосредоточьтесь на широте могущества Бога. Всякий раз, когда вам хочется сдаться, просто помните, что вы – дитя Всевышнего, и что с Богом на вашей стороне победа неизбежна. Примите изменения и аплодируйте своему развитию. В ближайшем будущем мы ожидаем позитивных сдвигов. Независимо от того, были ли ваши нынешние обстоятельства чем-то, что вы ожидали, это все равно замаскированный дар. Они появляются именно в тот момент, когда они вам нужны, чтобы послужить вам уроком. Вы заслуживаете этих улучшений, поэтому приветствуйте новые возможности с распростертыми объятиями и верьте, что вы именно там, где должны быть прямо сейчас. Испытывая синхронности и сигналы из космоса, где Бог идет по вашему пути, так почему же вы упорствуете в сомнениях относительно своего пункта назначения? Эти события не случайны, а скорее призваны убедить вас в том, что вы продвигаетесь в правильном направлении. Несмотря на постоянное ворчание Вселенной, неуверенность может возрасти. Сейчас настал момент развить непоколебимую веру в то направление, в котором Вселенная или Бог указывают вам. Вы предназначены для процветания, поэтому отпустите неуверенность и примите путь, по которому вы идете. Боже, хлебные крошки, которые вы нашли по пути, не просто указывают вам на какое-то старое место, они переносят вас куда-то гораздо более чудесное и увлекательное. Доверьтесь эзотерике. Крайне важно верить в последовательность событий и предзнаменований, которые появляются на вашем пути. Сделайте внутреннее заявление: «Я принимаю свою силу проявиться и ожидаю, что произойдет положительный сдвиг». Это принесет для вас более светлые времена. Вы находитесь на пороге прорыва, ради которого так усердно работали. Если вам хочется сдаться, просто помните, как далеко вы продвинулись и что сейчас не время сдаваться. Прямо сейчас у вас есть возможность развиваться лично. Измените свои мысли о себе и трудностях, с которыми вы сталкиваетесь, как первый шаг к достижению своих целей. Расслабьтесь, сориентируйтесь и попытайтесь увидеть эти препятствия с более трансцендентной точки зрения. Имейте в виду, что внутри вас больше силы, чем вы себе представляете. Бог хочет поговорить с вами сегодня. Всем, кто когда-либо сомневался в своей ценности или значимости, а также в том, есть ли у них все необходимое, чтобы следовать надеждам и желаниям, которые Бог вложил в их сердце, ободритесь. Имея Христа как свою силу, вы сможете преодолеть любые трудности. Страх не должен мешать вам добиваться своих целей.
Если вы примете обещание, что Бог на вашей стороне, вы победите. У вас есть все навыки, необходимые для успеха. Вы можете верить, что Бог содействует всему ради вашего блага, даже когда вы сталкиваетесь с трудностями и неизвестностью жизни. Самое главное, чтобы ваше внутреннее восприятие не было затуманено внешними помехами. Когда вы решаете изменить обстоятельства, весь мир как будто объединяется, чтобы помочь вам добиться успеха. То, что вы думаете и говорите в молитве, может и проявиться в физическом мире. Решайтесь уже сейчас и идите вперед, не оглядываясь назад. Думай позитивно. Звезды сошлись, чтобы дать вам то, что вы хотите. Вы терпеливо ждали, потому что мир настраивал вас на получение и достижение большего, чем вы могли себе представить. В вашем путешествии всегда было поставлено на карту что-то большее. Трудности, которые вы пережили, в конечном итоге помогли вам развиться и узнать больше о том, кто вы есть. Осознание того, чего вы не хотели в жизни, послужило трамплином к пониманию того, кем вы являетесь на самом деле. С вами скоро произойдут чудесные перемены. Вы можете сделать все, что задумали, поскольку звезды сошлись в поддержку ваших усилий. Ваши ангелы-хранители полны положительного подкрепления, вдохновляя вас, показывая, что ничто не ускользает от вас. Сейчас настал момент заняться собой и преодолеть прошлые обиды или циклы неуверенности в себе и некомпетентности. Учитывается уверенность в собственной ценности. Возможно, вам было трудно поверить в свою ценность, однако ангельские и древние знания подтверждают, что вы – уникальный и безграничный проблеск космоса. Вы – центр Вселенной, и она вас очень любит. Вы наделены навыками, силой духа и силой, позволяющими воплотить в реальность ваши самые смелые цели. Если вы согласны с этим утверждением, пожалуйста, ответьте «да» ниже. Ангелы хотят, чтобы вы знали, что предстоящее время предназначено для того, чтобы вы лучше узнали себя и воссоединились со своей истинной природой. Поверьте, что фундамент был тщательно заложен, и приступайте к реализации своих продуманных идей. Вы переживаете период перехода, изменений и развития как духовное существо. Впереди волнующие времена, и нет причин для страха. Вы можете быть уверены, что ангелы всегда с вами. Если вы хотите привлечь богатство в свою жизнь, рассмотрите возможность подписки на наш канал. Если у вас есть глубокая связь с вашей верой в Бога, возможно, в течение предыдущих нескольких недель вам казалось, что ваши чувства волновались в стиральной машине. Вы не сходите с ума, скорее, вы испытываете глубокую очистку. Внутренний конфликт, который вы чувствуете, является результатом стирания устаревших идей и программ, создавая пространство для более глубокого понимания и понимания. Когда это произойдет, вы можете почувствовать, как тяжесть покидает ваше физическое тело. Вы поднялись на новый уровень осознания. Продолжая внутренние усилия отпускать то, что вам больше не служит, поможет вам подняться. Пришло время серьезных перемен, поэтому, если вы готовы к этому и уверены в этом процессе, скажите «да». Ваши ангелы-хранители и духовные наставники усердно трудятся, поднимая ваш дух и сохраняя устойчивость вашей энергии, пока вы проходите через эти изменения.
Они просто хотят, чтобы вы поверили им и поверили, что небеса предоставят вам идеальное место для приземления. И если что-то получается не так, как вы хотите, это потому, что Вселенная запланировала для вас что-то еще большее. Вам следует надеяться на чудеса, которые изменят эту овцу. Держите подбородок высоко поднятым и не позволяйте себе погрузиться в ложные надежды или чувство нужды. Духи покажут вам корень и свяжут вас с людьми, которые прольют свет на ваши путешествия. Просто подумайте о поразительных чудесах, которые могут произойти в вашей жизни, и если вы полностью посвятите себя идее о том, что впереди нас ждут захватывающие времена. Верьте, что происходят хорошие вещи, что вы скоро добьетесь прогресса, и что ваши надежды и цели сбудутся. Осознайте, что основная проблема, лежащая в основе каждой проблемы, с которой вы сталкиваетесь, уже решена. Примите эти идеи как свои собственные и посмотрите, как в результате изменится ваша жизнь. Если вы готовы поверить в себя и внести позитивные изменения в свою жизнь, напишите аффирмацию «Я нежен с самим собой». Приготовьтесь отправиться в совершенно новый мир, где расцветут ваши лучшие качества. Это дом для тех, кто может воплотить в жизнь свои самые смелые желания. Будьте готовы к переменам, которые неизбежны и глубоки. Сдайтесь и позвольте своей душе погрузиться в это. Когда вы примете эти сейсмические сдвиги, ваша судьба постепенно раскроется. Ваша жизнь меняется, и это хорошо, потому что это означает, что вот-вот произойдет что-то удивительное. Сосредоточьтесь на расширении сферы вашего внутреннего сияния. Вскоре вы увидите путь вперед. Вы должны отдать все свои силы в этом центре внимания. Ваш Небесный Отец терпеливо ждал вашего покаяния и возвращения. Он жаждет вечеринки, где каждый сможет разделить счастье, любовь и удовольствие, исходящие от тесной связи с Ним. Перестаньте оправдывать свое негодование и отпустите его. Будьте уважительны и послушны, когда молитесь Богу, молясь о прощении и удалении обиды. Пожалуйста, возьмите на себя ответственность за всю мою жизнь, от моих болезненных воспоминаний о предыдущем отказе, жестоком обращении или предательстве до моего нынешнего опыта боли и несправедливости. Это включает в себя мои надежды и страхи на будущее. Если я готов претерпевать эти изменения, я покажу это, сказав «Аминь», и всегда оставаясь на связи посредством молитвы, особенно когда дела идут тяжело. Крепкие отношения с Богом имеют решающее значение в трудные времена. Даже если я утомлен и обеспокоен, я могу черпать силу у Святого Духа, живущего во мне. Возможно, у меня нет красноречивых или традиционных молитв, но я все равно могу просить Святого Духа вести меня и позволить моим молитвам естественным образом возникать в моих нынешних обстоятельствах. Постоянно разговаривая с Богом, Он даст мне силы перенести невзгоды. Если вы согласны с этим сообщением, пожалуйста, заявите о своей готовности, набрав «Я развиваюсь», и помните, что вы служите Богу, который превосходит любые препятствия, с которыми вы можете столкнуться. По-настоящему веря в Него, вы сможете совершить невозможное. Держитесь своей веры в Его всемогущество и любовь, переживая эти неопределенные времена. Верьте, что все получится, каким бы оно ни казалось сейчас.
Подтвердите свою веру, написав: «Я знаю, что служу Богу, который сильнее всего, с чем я сталкиваюсь». Бог отвечает, и у Него есть план для моей жизни. Сегодня я могу утешаться этим фактом, что бы ни случилось. Есть миссия, которая освещает путь к лучшему будущему и приносит процветание, а не ущерб. Хотя я не уверен, как именно работает эта стратегия, я нахожу утешение в том, что Бог всегда обеспечит меня, и я не останусь без Него. Когда я чувствую беспокойство, я слышу Его утешающий голос, уверяющий меня, что Он – моя сила и гимн. Вместо того, чтобы позволить страху поглотить мою жизнь, я могу направить ее на доверие и мелодии Его песни. Борьба за обретение контроля над разумом может быть беспощадной, особенно после многих лет беспокойства, которое сделало меня уязвимым для влияния врага. Однако я знаю, что эта слабость – это для меня возможность приблизиться к Богу. Моя постоянная зависимость от Него в плане поддержки создает глубокую связь. Я не одинок в этой мысленной битве, поскольку Дух внутри меня всегда готов помочь. Когда я прошу Его руководства и подчиняю Ему свои мысли, я благословляюсь бесценными благословениями жизни и мира. Если эти чувства резонируют с вами, подтвердите это, набрав «Да, я решил остаться на месте и сконцентрироваться на вещах, которые составляют мою повседневную жизнь». Даже без четкого указания или конкретных указаний, я никогда не потеряю осознание присутствия Бога рядом со мной. Я прошу, чтобы меня освещал Его свет, когда я с радостью выполняю свои повседневные задачи, включая Его во все аспекты моей жизни. Ключ к тому, чтобы не просто прожить счастливую жизнь, но и добиться успеха, состоит в том, чтобы позволить моему существованию идеально слиться с Его существованием. Я также признаю свой суверенитет над решениями и действиями, которые я принимаю. Если вы готовы заявить об этом суверенитете, пожалуйста, введите слова «Я суверенен». Не нужно плакать из-за забот, страхов и тревог, которые нависли надо мной, как облака, пытающиеся загородить мой яркий свет. Подобные проблемы, несмотря на их, казалось бы, непреодолимый характер, на протяжении всей истории уже решались. Со временем я расскажу, как обстоят дела, и покажу вам их красоту. Помимо штормов, которые вы видите, жизнь – это бурное приключение, в котором вы можете ходить по воде и сворачивать горы, потому что я всегда буду рядом с вами. Моя сила будет твоей силой, а мое направление будет твоим маяком. Я обещаю всегда быть рядом с тобой, поддерживая тебя своей мощной правой рукой. Ты есть и всегда будешь солнечным светом моего сердца. Чтобы подтвердить это утверждение и сохранить его в памяти, введите «Я утверждаю это». Всегда не забывайте заботиться о себе и развивать свой внутренний свет по мере продвижения вперед. Если это сообщение вам откликается, нажмите «Да», чтобы подтвердить свою готовность. Кроме того, вы можете поделиться этим видео с 5 другими людьми, которые верят в Бога, и поддержать их, оставив комментарий с надписью «Иисус – Господь». Чтобы оставаться в курсе наших материалов, включите колокольчик уведомлений и подпишитесь на наш канал. В этой жизни нас могут окружать трудности, но мы, христиане, не от мира сего. Нам не обязательно соответствовать глобальным нормам или следовать их системе.
Иисус оставил нам свое спокойствие, которое отделяет нас от мира. Вместо того, чтобы реагировать на трудности с раздражением и печалью, как это делает мир, у нас есть возможность принять альтернативные точки зрения. Столкнувшись с препятствиями лицом к лицу, без страха и негатива, мы освобождаем место для чудесного действия Бога в нашей жизни. Пусть другие станут свидетелями примера вашей преданности делу, сосредоточения внимания на том, в чем действительно нуждается ваша душа. Развивайте хорошее общение со своими близкими и проявляйте доброту даже к тем, кто вас игнорирует. Поступая так, вы отражаете мою любовь и милость. Пока мир дрожит от страха перед войнами и нехваткой ресурсов, доверьтесь мне, моя дорогая овца. Я по-прежнему твой пастырь и буду заботиться о тебе, несмотря на бури, угрожающие твоему сердцу. Не беспокойтесь и не действуйте так, как это делает мир, с паникой и волнением. Оставайтесь на пути праведности и ищите вечные ценности. Если ты когда-нибудь потеряешь душевное спокойствие, приди ко мне и выслушай мое послание. Многие вокруг тебя живут в смятении, потому что не знают глубины моей любви, которая окружает и защищает тебя. Позвольте мне окутать вас мантией радости. Приди ко мне сейчас и от всего сердца скажи: «Я доверяю тебе, Господь». Дай мне свое внимание. Послушай меня на мгновение. Знай, что я приказываю тебе быть сильным и смелым. Не бойся и не ужасайся, ибо я, Господь, Бог твой, буду с тобой, куда бы ты ни пошел. Я тебя люблю, и ты любишь меня. Это основа наших отношений. Ваша преданность и преданность не остались незамеченными. Вы не просили богатства или богатства. Ваше сердце жаждет разрушить проклятие бедности, болезнь, от которой страдают ваши близкие. Я вижу вашу преданность делу, честность и терпение. Вы ищете моего руководства на каждом шагу, и мое слово всегда на ваших устах. Поэтому я дам вам мудрость и силу, гарантируя, что ваши усилия будут успешными и обильными. Ваши благословения переполнятся, и вы затронете многие жизни своим смирением и разумом. Повторяю, прилагайте усилия и будьте смелыми. Продолжайте двигаться вперед, зная, что вас ждет обновление духовного изобилия. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, не поддавайтесь страху, ибо в этой борьбе сокрыты великие благословения. Благословения, которые удовлетворят все ваши потребности. Я ваш всемогущий Бог, и если вы любите меня, верьте в мое обещание обильно благословить вас. Хотя иногда сомнения могут затуманивать ваш разум, помните, что ваша вера может преодолеть все препятствия. Мое слово непоколебимо, а ваша храбрость больше, чем вы думаете. Я дал тебе силу преодолеть любые невзгоды, и мой дух – твой защитник. Даже когда вы устали или плохо себя чувствуете, помните, что мое присутствие приносит исцеление, утешение, покой и привязанность. Ты всегда можешь найти убежище в моих объятиях. Ты по-прежнему моя любимая, достигнешь ли ты величия или останешься моей маленькой? Я всегда буду здесь, готовый обнять тебя и наполнить своей любовью. Будь храбрым и сильным, моя дорогая, и приди в мои объятия, чтобы обрести новую силу и любовь. Я тебя люблю.
Аминь. Божье послание ясно. Будьте рядом и возложите свои заботы к Его ногам, и Он пошлет вам помощь, исцеление и ресурсы. Он благословит вас счастьем, богатством и прочным миром. Утерянное будет восстановлено, а сломанное исправлено. На этой неделе Вселенная готовит почву для вашего грандиозного возвращения, наполненного большими благословениями и более значительными возможностями. Верьте, что эта новая неделя принесет счастье, прекрасные моменты, замечательных людей, благословения и необыкновенные результаты. Бог никогда не игнорирует ваши молитвы. Иногда ответы приходят неожиданным образом. Вы снова будете смеяться, снова доверять и снова любить. Бог восстановит все, что вы потеряли, и Его верность непоколебима. Иисус – ваш Спаситель, и Бог собирается продемонстрировать свое присутствие и силу в вашей жизни на всеобщее обозрение. Будьте благодарны за то, что у вас есть сейчас, потому что еще большие благословения уже в пути. Во времена неопределенности продолжайте молиться, однажды все это обретет смысл. Знайте это в своем сердце, Бог обещает здоровье, исцеление и мир. Вскоре вы отпразднуете что-то действительно особенное и поделитесь радостью со своими близкими. Ибо Бог благ и прощает, изобилует неизменной любовью ко всем, призывающим Его. Дорогие друзья, давайте любить друг друга, ведь любовь исходит от Бога. Всякий, кто любит, есть дитя Божие и знает божественную любовь Бога. У Бога прекрасные планы на ваше будущее, и Он устранит любые препятствия, сдерживающие вас. Имейте мужество, доверяйте Богу и знайте, что Он прокладывает для вас путь. Его любовь безусловна, а Его защита непоколебима. Вскоре вы обретете ясность и освобождение, которых искали. Сохраняйте надежду и помните, какие необычайные вещи ждут вас в 2023 году. Божье обещание ясно. Он никогда не отпустит ни вас, ни вашу семью. Благодаря Его божественной благодати вы обретаете благословение и вдохновение, а за кулисами происходят невероятные вещи. Ваше личное чудо уже не за горами, и Бог неустанно трудится. Ваше исцеление неизбежно, истинная любовь ищет вас, а процветание украсит вашу жизнь и семью. В знак благодарности давайте поразмышляем о бесчисленных благословениях в нашей жизни. Поскольку источником всего этого является Бог, давайте возблагодарим. Ибо такова воля Божия для нас во Христе Иисусе. Ваши дни боли, стресса и разочарования подходят к концу. Бог избавляет вас от зависимости, депрессии и печали. Всегда помните, Бог всегда бдителен, слушает ваши молитвы и никогда не остается равнодушным к вашей боли. Ваше имя произносят в местах, где вы никогда не бывали, и в этом месяце в вашу жизнь должно войти что-то удивительное. Вселенная настроена на изобилие и готова даровать вам все, чего вы желали, надеялись и о чем молились. У Бога есть важное послание для вас сегодня. Приготовьтесь к удивительным снам, которые вызовут у вас трепет. Вы собираетесь открыть для себя то, о чем даже не догадывались. Найдите утешение в уверенности, что высшая сила всегда знает о ваших самых глубоких эмоциях. Бог слушает шепот вашего сердца и отвечает нежным,
заботливым прикосновением. Ваша боль никогда не остается незамеченной, и ваши крики никогда не остаются неуслышанными. Даже в самых отдаленных уголках существования ваше имя звучит, неся обещание замечательных событий, сужденных в вашей жизни в этом месяце. Космос настроен на то, чтобы излить изобилие в ваш мир. Вы стоите на пороге получения всех мечтаний, желаний и надежд, которые вы лелеяли. Когда вы наслаждаетесь этим предстоящим достижением, помните о божественной руке, которая вела вас. Пожалуйста, никогда не забывайте источник ваших благословений. Оставайтесь рядом с божественным присутствием, возложите свои заботы и страхи к ногам Божественного, отдайте их с доверием и наблюдайте, как помощь, исцеление и ресурсы текут к вам в этом божественном обмене. Счастье, богатство и прочный мир принадлежат вам. То, что когда-то было потеряно, будет найдено, и обломки вашей жизни воссоединятся, и все это в свое время. На этой неделе Вселенная готовит почву для вашего величайшего возвращения. Ожидайте излияния благословений и открытия возможностей, изменяющих жизнь. Доверьтесь грядущим дням, ведь они принесут вам огромную радость, прекрасные моменты, чудесные встречи и необыкновенные результаты. Не только для вас, но и для всех вокруг вас. Пришло время пожинать плоды вашей стойкости. То, что я приношу в ваш дом, намного больше, чем вы можете себе представить. Вы заслуживаете лучшего и даже большего, потому что ваша вера драгоценна. Ваш скромный дух приведет вас далеко. Приготовьтесь, ведь я открываю новые двери, знакомлю вас с новыми местами и приношу процветание в ваш дом. Я люблю тебя, мой сын, моя дочь. Как вы сегодня? Никакая проблема не одолеет вас, пока вы стоите. Твердо веря, я уверен, что держу ваше будущее в своих руках. Все обеспечение исходит от меня. Я тот, кто благословляет твою жизнь. Оставайся в моем присутствии и найди убежище в моей тени во времена тревоги. Приди ко мне, и ты получишь мой покой. Не позволяйте врагу обмануть вас, полагая, что ваши проблемы перевешивают мою силу. Ибо моя сила больше, и ваша вера сильна. Именно мне вы должны доверять, а не людям, ни своей работе, ни удаче, чтобы я принес вам здоровье, радость и мир, которые вы ищете. Обращайтесь ко мне со своими нуждами, и обеспечение придет. Но не просто сидеть и ждать. Поднимитесь и идите с верой навстречу своей судьбе, даже если мир вокруг вас трясется. Вы не будете зависеть от его прихотей. Твоя сила исходит от меня, единственного во Вселенной, кто может по-настоящему поддержать и укрепить тебя. Вспомни времена в прошлом, когда ты взывал ко мне от боли. Чувствуя секунды, я подошел к тебе, поднял тебя и показал глубину своей любви. С тех пор я продолжаю показывать вам каждый день, так что не сомневайтесь во мне сейчас, особенно когда вы находитесь на пороге достижения столь многого. Сейчас не время останавливаться или позволять сомнениям стать заложниками ваших мыслей. Ошибки прошлого происходили, когда вы действовали импульсивно, без размышлений и молитв, стремясь отдалиться от меня. Но я никогда не покидал тебя. Я еще раз призываю вас возложить на меня все свое бремя.
Пусть твоя душа будет спокойна. Сегодня я наполняю ваше сердце мужеством, чтобы вы могли идти туда, куда вам нужно, говорить с тем, с кем вам нужно говорить, и сражаться за то, что вы должны. Я буду с тобой. Ваши мечты осуществятся, ибо я ваш всемогущий Бог. Если у тебя есть я, у тебя есть все. Вы звали меня, в отчаянии выкрикивали мое имя, и я здесь, чтобы предложить вам утешение и ответы, которые вы искали. Ваше доверие ко мне приятно. Вы молились, стоя на коленях и призывая мое имя в любой ситуации, и это многое говорит о вашем характере. Хотя я знал, о чем ты попросишь еще до того, как слово сорвется с твоих губ, я наслаждаюсь твоими молитвами. Они поднимаются, как священное благовоние, приятный аромат перед моим троном, волнующий мое сердце. Твоя стойкая, непоколебимая вера, хорошо зная, как сильно я люблю тебя и желаю помочь тебе, успокаивает твой дух. Вы получите то, о чем просили. Вы и ваша семья больше не будете страдать от этих неприятностей. Я дам тебе мудрость, рост и понимание, а также дар распознавать замыслы врага до того, как они раскроются. Имейте веру, выходите и требуйте благословения, которое я приготовил для вас. Я положу в ваше сердце имена некоторых людей, которых вы, возможно, не видели и не разговаривали долгое время. Я посылаю вас к ним, потому что через этих людей я благословлю вас, а вы, в свою очередь, станете ответом на их молитвы. Вот как это работает, дитя мое. Мои благословения текут ко всем, кто верит и ищет меня с честным сердцем. Я открываю огромную дверь в вашу жизнь. Но не забывайте сохранять смирение, чтобы гордость не навредила вашему будущему. Откройте свою Библию, погрузитесь в мое святое слово, чтобы укрепить свою веру и увидеть свое доверие. Приходите и слушайте меня каждое утро, дорожите моими словами и храните мои обещания в своей душе. Во время своего пребывания на земле я ходил среди людей, разделяя их бремя, чувствуя их боль и предлагая им надежду на вечную жизнь. Теперь я поручил вам ту же миссию – быть сосудом моей любви, маяком моего света в этом мире, который часто ходит во тьме. Помните, как я, Господь Иисус, был послан Отцом. Таким же образом я посылаю вас. В мире полно душ, слепых не только зрением, но и духом. Их сердца закрыты ставнями от света моей любви. Они спотыкаются, потерянные и испуганные, во тьме, которую сами же и создали, не осознавая, что их спасение находится всего лишь на расстоянии шепота молитвы. Я исцелил слепых и открыл им глаза на мир. Но ты, мой драгоценный, призван открыть им глаза на истину, на надежду, более блестящую, чем рассвет. Возможно, вы задаетесь вопросом, как можно выполнить такую задачу? Не твоей силой, а моей ты пронзишь тьму. Точно так же, как я говорил с бурями, и они успокаивались, с болезнью, и она исцелялась, я буду говорить через ваши слова, действовать через ваши дела, любить через ваше сердце. Ваша жизнь, свидетельство моего присутствия, может стать инструментом, посредством которого слепые сердцем увидят зарю моего света. Вы несете внутри себя божественную искру, свет, которому предназначено сиять.
Поскольку город на холме невозможно скрыть, я призываю вас не затемнять этот свет, не скрывать его из-за страха или сомнения, а поставить его высоко на всеобщее обозрение. В твоей доброте к незнакомцам, в утешении скорбящих, в твоем присутствии с одинокими ты отражаешь мою любовь. Каждый акт сострадания, каждое слово истины, которым вы поделитесь, подобны пламени свечи в ночи, ведущей ко мне заблудшего домой. Проводя свои дни, всегда помните, что я с вами. Вы идете не один. Точно так же, как я слушал крики бедных, исцелял больных и обедал с грешниками, я призываю вас заглянуть за пределы поверхности, увидеть скрытую разбитость окружающего вас мира и прикоснуться к ней моей исцеляющей рукой. Не утомляйтесь, делая добро, ибо в свое время вы пожнете урожай, если не сдадитесь. Дорога может быть разной, трудной, а ноша тяжелой, но я здесь с вами, объединяя свою силу с вашей в каждой встрече. Пусть твои слова будут моими словами, твое прикосновение – моим прикосновением, твоя любовь – моей любовью. Ибо каждое сердце, которому вы помогаете освободиться, каждая жизнь, которой вы прикасаетесь моим посланием, становится частью великого гобелена искупления, который я тку через историю. Услышьте меня, ибо мое присутствие окутывает вас ближе, чем шепот биения вашего сердца. Я ваш Создатель, ваш Искупитель и ваш стойкий Утешитель. Я знаю твои трудности и бремя, которое ты несешь, ибо мне хорошо известны все твои пути. Что вас утомляет, пока солнце путешествует по небу? Какие беды гонят тебя по ночам, крадя мир, которого я тебе так нежно желаю? Страх сжимает ваше сердце или, возможно, любовное одиночество окутывает ваш дух. Я вижу тебя, я вижу тяжесть твоих шагов и усталость, отпечатавшуюся на твоем лице. Я не желаю, чтобы вы жили в рабстве греха, печали, беспощадного давления мира, который может быть недобрым и неумолимым. Я пришел в этот мир из-за бесконечной любви настолько огромной и глубокой, что она выбрала ради тебя путь жертвы. Я ходил среди мужчин и женщин не как отдаленное божество, а как тот, кто разделяет все аспекты человеческого опыта. Я тоже ощущал голод, усталость и боль отвержения. Я плакал, мое сердце было тронуто состраданием. Я протянул руки, чтобы исцелить, восстановить и дать надежду. Моими словами, есть жизнь более изобильная, чем вы когда-либо знали. Я призываю вас прийти и испить из источника этой жизни. Я призываю вас отпустить эти тяжелые цепи. Вам нет нужды их терпеть. Иго мое благо, и бремя мое легко. Когда вы возьмете на себя то, что я предлагаю, вы обретете покой для своей души. Покой, драгоценный, которого мир не может дать и не может отнять. Молитесь, аминь. Поздравляем, засуха закончилась. Вы будете наполнены благословениями, исцелением, позитивными изменениями, любовью, новыми возможностями и благосклонностью. Ваши самые искренние молитвы были услышаны и проявятся. Да, подтвердите это, как вода отражает веру, так и жизнь отражает сердце. От восхода до заката нужно восхвалять имя Господне. Пусть Его постоянная любовь крепко окружит вас. Тревога возникает, когда мы пытаемся контролировать вещи, принадлежащие Богу.
человек, которого вы пытаетесь воплотить, будет постоянно говорить с вами, и если вы будете использовать звук, даже используя его как промокашку. Боль, которую вы почувствовали, не может сравниться с будущей радостью. Напишите «Славу Богу», если вам это нужно, и верьте этому. Пусть все, чего вы жаждете, придет в вашу жизнь. Все, что вы пожелаете, сбудется. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе, а Господь, с сердцами, полными благодарности за Твою неизменную любовь и безграничную защиту. Размышляя над словами 91-го псалма, мы вспоминаем о Твоем обещании быть нашим прибежищем, убежищем и крепостью. Ты самый высокий, всемогущий и единственный верховный суверенный Бог. В Вашей силе, мощи и авторитете мы находим непоколебимый источник надежды и мужества. Господи, мы признаем, что в нашем распоряжении нет обычного поисково-спасательного отряда, ибо у нас есть Ты, Всевышний Бог, всемогущий, наш защитник и спаситель в трудную минуту. Каждый день, каждое мгновение мы обращаемся к Вам с молитвой, ища безопасности и убежища, которые можете предоставить только Вы. В тихие минуты, когда мы просыпаемся и перед сном, мы обращаемся с такой искренней просьбой: Господи, позволь нам обитать под Твоим кровом, Всевышний Боже. Давайте пребудем под Твоей тенью, тенью Всевышнего. Наша молитва – это молитва, ищущая божественной защиты свыше, ибо Слово Твое уверяет нас, что Ты наше прибежище и сила, скорая помощь во времена скорби. Мы понимаем, дорогой Господь, что нам не следует ждать, пока беда постучится в нашу дверь, прежде чем осознать нашу нужду в Тебе. Вы нужны нам каждый день и в любых обстоятельствах. Пусть нас всегда можно найти в Тебе, потому что только в Тебе мы находим сохранение, силу и смелость противостоять любым испытаниям, которые могут встретиться на нашем пути. Отец, мы исповедуем и верим Слову Твоему, особенно обещанию из Псалма 90:10, что не приключится с нами никакое зло, и никакая язва не приблизится к жилищам нашим. Мы верим, что Вы поручили Своим ангелам заботиться о нас, чтобы они поддерживали нас во всех наших путях. Даже когда наши глаза этого не видят, мы твердо верим, что Ваши ангелы окружают и защищают нас. Ты, Боже, могучий и могущественный Спаситель, и Ты никогда не спишь и не дремлешь. Мы верим, что Ты избавишь нас от всех наших бремен и разочарований. Вы – наше укрытие, и мы ищем Вашей защиты и прикрытия для нашей жизни и жизни наших близких. В эти неопределенные и страшные времена мы молимся, чтобы Твоя тень окутала нас. Мы верим в Ваш контроль над всем, ибо Вы – неизменный Бог, Альфа и Омега. Мы заявляем, что никогда не видели праведника оставленным и не будем просить хлеба. Наша надежда на Тебя, Господь, и мы подобны деревьям, посаженным у вод, непоколебимым испытаниям и невзгодам этого мира. Мы верим в Ваше обеспечение, Ваше руководство и Вашу неизменную любовь. Господь, Ты нужен нам каждый день, и мы смиренно просим Твоей постоянной защиты, благосклонности и милости. Покрой нас, Господи, Своей благодатью и любовью. Спасибо, что услышали эту молитву. Во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
Бог говорит, что это новая неделя для улучшения того, чего не хватало на прошлой неделе. Найдите время поговорить с Ним и поблагодарить Его за все хорошее, что Он вам дал. Он с тобой. Бог говорит вам сегодня, что вам не нужно беспокоиться о следующем шаге в вашей жизни. Все, что вам нужно сделать, это довериться Ему и усердно трудиться. Он поставит на вашем пути нужных людей. Он позаботился о тебе и будет продолжать заботиться о тебе. Он любит тебя глубоко. Перестаньте думать слишком много. Если на то будет воля Божия, это произойдет, и ничто этому не помешает. Если нет, то у Него есть план получше для вас. У вас есть Божья гарантия, что победа уже ваша. Теперь ваша очередь заявить об этой победе, сделав шаг веры и мужества. Я тебя люблю. Хорошего дня! Небесный Отец, мы приходим к Тебе с сердцами, полными благодарности за Твою верность и Твое обещание услышать наши молитвы. В мире, наполненном обескураживающими голосами, постоянными обвинениями и ложью врага, мы заявляем о нашей непоколебимой вере в Вас. Мы будем ждать Бога нашего спасения, зная, что Ты услышишь нас, несмотря на окружающие нас испытания. Во имя Иисуса мы возносим эту молитву, веря в Вашу неизменную любовь и силу. Аминь. Мы размышляем над Псалмом 141, 2-4, отрывком, который говорит о честности псалмопевца. Псалмопевец открыто признает искушение склоняться к греху и соблазн, который может содержать грех. Подобно восхитительному лакомству для плоти, грех действительно может быть привлекательным, приятным для чувств и часто обманчивым в плане временного удовлетворения. Мы признаем, что наше тело склонны к поиску удовольствий и эгоистичной выгоды и часто тяготеют к греху. Однако мы также прислушиваемся к мудрости апостола Павла, который учит нас важности самоконтроля и дисциплины. Он напоминает нам, что грех, хотя и доставляет на мгновение удовольствие, ведет к рабству и в конечном счете к смерти. Господи, мы возносим эту искреннюю молитву, не позволяя нашим сердцам быть привлеченными ко злу, чтобы мы участвовали в злых делах вместе с теми, кто делает зло. Эта молитва – просьба о Вашем руководстве и силе противостоять соблазнительному призыву греха. Мы понимаем, что грех, хотя и соблазнителен, забирает у нас больше, чем мы готовы дать. Оно обещает удовольствие, но приносит боль и последствия. Мы обращаемся к Тебе, Иисус, потому что только в Тебе мы находим свободу и силу сказать «нет» греху. В Тебе у нас есть сила сопротивляться и противостоять любому искушению, с которым мы можем столкнуться. Господь Иисус, мы верим в Твою верность, праведность и Твое обещание предоставить путь спасения от всякого искушения. Твое Слово уверяет нас, что ни одно искушение не выходит за пределы нашей способности противостоять, и Ты всегда дашь нам возможность выдержать его, не поддавшись. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сострадателен, надежен и всегда готов дать нам силу преодолеть искушение по Твоей благодати. Мы заявляем, что перед нами нет искушения, которое мы не могли бы преодолеть кровью Иисуса Христа. Именно в Тебе, Господь, мы находим силу противостоять дьяволу, жить в чистоте и выбирать праведность греху. Мы молимся о Твоем руководстве,
Отец, чтобы наша любовь к Тебе возрастала и наша жажда праведности возрастала. Помогите нам откликнуться на призыв святости, противостоять притяжению греха и идти путем чистоты. Укрепи нас, Господь, всегда выбирать праведность греху и жить в послушании Твоему Слову. Во имя могущественного Иисуса мы молимся. Аминь. Бог говорит, что Он заменит ваш страх верой и будет с вами, когда вы столкнетесь с проблемами. Он всегда будет рядом с тобой, потому что Он любит тебя. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать лучше, чем вчера, вместо того, чтобы сравнивать себя с другими. Успокойся, ведь у тебя доброе сердце и добрые намерения. У вас всегда все получится. Введите 555, если вы в это верите. У вас всегда есть второй шанс в жизни воплотить в жизнь свои мечты. Не позволяйте своим мечтам ускользнуть. Не позволяйте страху и негативным мыслям мешать вам осуществить свои мечты, потому что ваш Бог никогда не оставит вас. Напишите славу Богу, если вы верите в эти обещания. Бог утверждает, что жизнь, которую Он дал вам, предназначена не только для вас. Вы были созданы по Его образу, чтобы жить для Него и быть источником любви, помощи и утешения для других. Ищите Его, чтобы найти свою цель. Доверьтесь Господу всем своим сердцем. Аминь, если вы согласны. Я заявляю, что следующие 7 дней будут полны чудес и хороших новостей. Напишите 144, если вы готовы или верите, что в вашу жизнь вот-вот придет что-то позитивное. Прошлое может быть ошеломляющим, но помните, что все, что вы пережили, изменило вас. Бог любит тебя. Молитесь Богу, чтобы Он удалил из вашей жизни тех, кто имеет плохие намерения и не желает вашего успеха. Почему ты задерживаешься в тени, когда я предлагаю тебе свет? Выходи, протяни руку, и я встречу тебя там. Вам не нужно очищаться перед тем, как прийти ко мне, ибо это я вас очищу. Вам не нужно ждать, пока вы освободитесь от греха, прежде чем искать меня, потому что именно я освобожу вас. Мои слова – это не просто древние тексты, заключенные на страницах истории, они являются самой сутью жизни и силы. Они способны разорвать самые крепкие связи. Мои слова – дух, и они – истина. Они превосходят время и обстоятельства, достигая вас там, где вы находитесь. Поглощая их, позвольте им стать частью вас, трансформируя и обновляя ваш разум. Если вы согласны, напишите «Да». Поделитесь этим видео с 5 верующими и попросите их посмотреть его вместе с вами. Не забудьте включить колокольчики и подписаться на наш канал, чтобы выразить свою поддержку.